Мир вам, братья и сестры, с прошедшим Рождеством Христовым, с Новым годом, с обрезанием Господа нашего Иисуса Христа. Вот такой стишок после Рождества сочинил, на следующий день, по-моему, Божьей помощью. В отеле места не нашлось Христа родителям, и деве в хлеве рожать пришлось всех нас Спасителя. Его дворцы все недостойны, а он в яслях со слюнком рядом. Чего же мы сегодня стонем? Какого нам комфорта надо? Ребенку лишь любовь нужна, а не удобства и квартиры. И чтоб семья была дружна, не даст пропасть Спаситель мира. Аминь. С Божьей помощью вот такой вот нож соорудили очередной. Нужно держаться очень плотно, не потеряете. Ремень этот я уже, сейчас сегодня не буду показывать, но вообще вот я показывал уже в предыдущих видео где-то там, что он вес мой выдерживает легко. Это цельное кожаное кольцо без узлов. Ножный можжевельник, клинок всегда стерильный, всегда приятно пахнет. Тут кожа без швов, хвост крупного рогатого скота растительного дубления. Так, немножко повернул, не порезался. Проверяем на прочность. Вроде бы уравновесился. Одной рукой держусь за холодильник, чтобы не упасть. За окном метель, поэтому снимаю помещение, так что примерно так. Вот все видно нормально, да? Так, вот сам нож, такая вот линия хомунчик видна, не знаю, как камера передаст. Хвостовик длинный почти до конца. Там, может, меньше сантиметра, по-моему, до хвостовика остается. Ну и приступим к дальнейшим испытаниям. Это вот рог лося. Есть доска. Рог построгали. Покажу, как по дереву работает. Тут вот лишние детали. Это вот такие вот вещи удобно делать, когда, особенно вот эти вот ножны, когда режу. Но они у меня в тесах обычно закрепленные. Сейчас немножко неудобно одной рукой, конечно, держать, другой делать. Так я второй рукой так помогаю обычно, и очень хорошо, удобно по дереву работать. Так, дерево показали. Хвостик. Бывает за день одним ножом, очень много таких хвостов брею. 20 штук примерно в среднем получается за день побрить. С Божьей помощью. Примерно видно, да? Вот там, где бывает не достает, все равно видно, что бреет. Главное аккуратно, чтобы кожу не порезать, потому что кожу режет тоже легко. Смотрите, срез какой. Так, хвостик показали. Ну и теперь что тут еще поставить.
У нас войлока нету нигде, да, кусочка? Ну, в следующий раз. Примерно так. Ну, уход я уже много раз показывал, но еще раз покажу, не страшно. Ровный брусочек. Если затупится, кладете его таким вот образом, чтобы руки не порезать. И быстро, безопасно, минимум оборудования с собой таскать, минимум веса. Тайгу уже не понесешь, там эти угла затачивающие станки всякие, чтобы править. А этим вот простенько с обратной стороны только вот заусенчики снять. Вот. И не забывайте, конечно же, смазывать. Такая смазка у меня продается. Это аналог баллистола, можно оружие мазать, можно мазать даже обувь, кожаные вещи какие-то. Ну а тут смазываете клинок, защита от коррозии, и пропитываете ножны прямо вот так вот рукой, пальцем можно прям. Ну, полностью не буду, но вот так покажу примерно. У нас отверстие есть для вентиляции. В общем, всего самого доброго. До свидания.